Сегодня по всей стране чествуют защитников Отечества, вспоминают всех тех, кто сложил свои головы на полях сражений, защищая нашу Родину, в знак уважения и благодарности за бессмертный подвиг, который совершили наши солдаты. Знаковое место, как и всегда, один из главных мемориалов республики – Малгобекский парк славы. Здесь собрались сотни людей почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы отвечаем, как и ежегодно, День защитников Отечества. Сегодня, в это непростое время, мы чествуем тех, кто отдал свою жизнь за наше благополучие, за отстаивание интересов нашей страны. Они сложили свои головы на полях сражения. Были времена, пытались перечеркнуть подвиги. И сейчас стараются некоторые зарубежные страны переписать историю. В июне 1944 года был открыт Второй фронт. То есть за год до победы. А уже наши отцы, деды многое сделали и освобождали ту же Европу от этой нечисти коричневой чумы, фашизма. Сегодня также мы должны помнить, что отстаивают наши стратегические границы наши ребята и с нашей республики достойно. И есть герои, есть у нас достойные сыны, которые погибли. Мы никогда не будем забывать об этом. Мы должны гордиться нашими героями, склоняем перед ними головы. Память павших никогда не должна быть забыта. Пусть над нашей страной всегда светит, как сегодня, вот прекрасное солнце, чтобы наши бойцы, которые сейчас, сегодня отстаивают, живы, здоровы, те, которые сейчас там находятся. Но мы должны помогать им одним. На своем рабочем месте делать работу хорошо, на своем за учебной партой учиться хорошо. Это тоже вклад в нашу победу. Они надеются, что мы поникнем. Нет, у нас президент сильный, наш Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, весь этот период, его выдержки, его мужеству нет вообще грани. Мы всегда будем почитать воинов, мы всегда будем память держать о тех, кто погиб на фронтах. И мы, как здоровое общество, никогда не позволим сомневаться в государстве, нашей армии, нашем президенте. Вот это самое главное. С Днем защитника Отечества, всех благ, чистого неба, мярш могуш халдвей, дал и атубахалдвей. Баркал халчон. Не вспомнить о тех, кто в наши дни, как и в годы Великой Отечественной, оберегает мир и безопасность нашей страны, мы не можем. У нас есть герои, защитники специальной военной операции. Сейчас на передовой сражаются наши солдаты, которые продолжают традиции тех, кто защищал города-герои. Среди них и Джабраил Сакалов. Память предков, потеряв это, мы потеряем себя. И дальше жить смысла не будет. Своим боевым товарищам, которые в данный момент находятся на специальной военной операции на Украине, хочу пожелать здоровья, чтобы у них все было хорошо, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. За освобождение нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны сражались миллионы человек. Она сплотила десятки национальностей перед лицом общего врага. Огромный вклад в победу внесли и жители Ингушетии. В рядах советской армии мужественно сражались более 20 тысяч уроженцев республики, которые принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Более 6 тысяч человек не вернулись на родную землю. Минутой молчания в память о тех, кто остался на поле боя, кто не дожил до этого светлого дня. Они стояли насмерть, не думая о наградах, о славе. Многие из них пропали без вести, навечно остались лежать в братских могилах и безымянных высотах.
Это, конечно, очень важное мероприятие для нашего города воинской славы. Вы знаете, что город носит это почетное звание. И поэтому мы всегда очень торжественно проводим эти мероприятия, которые связаны именно с защитниками нашей страны, нашей республики. Проводим все эти мероприятия. У нас и намечается и в последующем большие мероприятия, где мы будем отмечать именно победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для нашего города, для нашей республики, для нашей страны это имеет очень большое значение. Атмосфера праздника наполнена чувством гордости к тем, кто отдал свои силы и жизнь за мир и спокойствие в стране. Прийти и отдать дань уважения малгобекчанам не помешала даже зимняя стужа. Столько жизни отдано. Умирали молодые ребята, подростки умирали, шли, чтобы жизнь продолжалась, чтобы отстоять свои земли, чтобы ради чего мы должны, мы живем же из-за этого, благодаря им мы живем. И не прийти на полчаса, на час сюда, это самое малое, что от нас требуется сегодня. Очень много наших ребят находятся на передовой, участвуют и являются участниками специальной военной операции, по сути являются защитниками. И этот день, это их день, мы их чествуем, мы надеемся, что наши ребята здоровые вернутся, что у нас будет больше героев. 23 февраля ежегодно отмечался в Советском Союзе как День Советской армии и военно-морского флота. В 2006 году День воинской славы России переименован в День защитника Отечества и является официальным выходным днем. В память о погибших героях все возлагают цветы к вечному огню. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магомед Яндиев, Магаз 24.